Бәрілі тәрізге тезліктен қызған юлдызлар. Вот какую песню надо было петь на презентации новой Лады. Ребят, ну что, конечно, конечно. Нам предлагали. Правда, песня лучше, чем новая машина, ладно. Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире кулинарное шоу «Секреты татарской кухни». И сегодня с нами готовят лидеры татарской рок-группы «Алканат» Артур и Ильназ. Встречаем! Салям, Артур! Салям, Ильназ! Салям, Артур! Салям, Ильназ! Ну, я знаю, вас в группе 4, поэтому 2 раза поздоровался. Передаем им привет остальным, как не смогли прийти. Как дела, ребята? Отлично, замечательно. Мы решили презентовать в вашей программе такой эксклюзивный небольшой подарок. Как говорится, универсиада прошла, но сувениры универсиады с проходом, когда проходит мероприятие, он становится еще ценнее. Потому что это ювелирный именно сувенир, очень ограниченный тираж. Вот такой вот небольшой, серебряный, из чистого серебра. Слушайте, я, конечно, люблю продукты, но, ребят, откуда вы узнали, что я люблю драгоценные металлы? Ребят, честно, один раз спасибо. Алканат. Группа «Алканат» была образована летом 2004 года. Изначально группа называлась «Дифармиум». Первые песни группы были на русском языке. Через год группа полностью переходит на татароязычный материал и меняет название на «Алканат», что в переводе с татарского буквально означает «обрести крылья». Причем на татарском группа играет не только лирику, но и вполне роковые, даже тяжелые песни, удачно сочетающие в себе такие стили, как альтернатива, панк, металл и фольклор. Состав группы на сегодняшний день: Ильназ Гараев – гитары, вокал, тексты песен; Артур Исламов – вокал, клавишная музыка; Дина Закирова – скрипка; Искандер Хабибулин – барабаны. Ребят, что будем готовить? Сегодня мы готовим. Сегодня мы готовим плов. Слушай, оригинально. Ну, оригинальный, да, мы ставим сюда. Но так как готовят его настоящие профессиональные музыканты, мы его назвали рок-н-ролльный плов. Нормально, ребята? Да, или плов по-нашему, как говорится. Плов по-нашему, по-татарскому. Так, у нас свежая говядина здесь. Сегодня говядина. Все как нужно. Лук, чеснок, хорошее настроение. Давайте, ребят, начинайте. У вас сегодня 2 человека на кухне. Отлично. Я буду давай руководить. Буду нарезать лук. Да. Потому что я не особо умею готовить, обычно этим занимается Артур. То есть нарезку лука трудно испортить. Пусть поплачет, он передо мной никогда не плачет. Так, хорошо. Артур, я думаю, наверное, давай переходи к мясу. Давайте я к мясу сейчас перейду. Ну, а я перехожу к первому вопросу. Ребят, вы 10 лет уже вместе. Да. Абсолютно верно. В группе 10 лет, кстати, в этом году юбилей. Мы вас заранее поздравляем. Спасибо большое. Похлопаем. Образовались мы в Актанаше, я учился в Набережных Челнах, Артур учился в Казани. Но это нам не мешало именно поддерживать связь. Есть ли у вас профессиональное музыкальное образование? Ну, вообще, конечно, мы с детства с Ильназом дружим, это мои близкие друзья. Мы с юного возраста начали, со школьной скамьи начали, естественно, как все подростки, играть на гитарах. И, естественно, как-то получилось, что мы творческие люди, больше хочется сочинять свое. Естественно, это были сначала кавера, всякие, да, мы русские, переигрывали всякие зарубежные группы. Потом так призадумались, давайте попробуем свое что-нибудь написать. И хотелось все это на татарском, естественно, потому что на татарском тогда еще, естественно, в общем, ничего. Был такой музыкальный вакуум, то есть мы реально... Ну, вообще, татарских групп я и не припомню в те времена, кроме Казан и Гитляры, но это другой формат. Да, Ну, это поп-музыка, да. Да. Нам именно хотелось что-то такое интеллектуальное, что-то более интересное, то, что мы хотели сами слушать. Напомните нам название, ребят. Вот 10 лет назад группа называлась по-другому же. 10 лет назад группа называлась Варианты Йорканат. 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 То есть канат остался, то есть цвета поменялись, да? Ну да, Йорканат это летучая мышь, как бы прямой перевод. Но мы подумали, что все-таки, так как мы тогда выступали в Актанаше, для деревенского, скажем так, народа, мы подумали, что немножко такое мрачноватое название. Ребят, ну раскройте секрет. Есть желание вообще в ближайшие 10 лет поменять название группы, нет? Пока конкретно на этот вопрос ответить не можем, но кто знает, мы сейчас планируем еще несколько новых проектов. Как они называться будут, мы пока не раскрываем. Следите за новостями. Следите за новостями, да, на и вы все узнаете. Конечно. Слушай, ребят, я вот смотрю, в любом случае вы справляетесь вообще замечательно. Часто готовите, нет? Расскажите мне. Приходится, естественно, Слушай, приходится и готовить это разные вещи. Приходится готовить. Ну, студенческие времена. Вообще, с детства, в принципе. Хорошо, давайте Гурман.
Артур, что ты любишь? Вот расскажи поклонницам, чтобы на следующий ваш концерт принесли куштанеш тебе. Я люблю нашу татарскую, я сразу намеком, да? Я люблю нашу татарскую кухню, можете приносить. Можете приносить. Можете приносить. Ильнас, рассказывай. Что такое? Да нет, я шучу на самом деле. Нашу татарскую кухню, и больше всего я люблю то, что готовит моя мама. Это татарский балеш наш, манты. Вот, это самые мои любимые блюда. Ильнас, а какие у тебя вот кулинарные предпочтения? Ну, по поводу еды я особо, как бы, не, скажем так, не гурман, не эстет. Я предпочитаю простую пищу. Вообще считаю, что пища, она уже выросла такой, какая есть, и, в принципе, не надо ее, в принципе, готовить. Она уже здесь в самом прекрасном ее виде. Вот такой я немножко замороченный. Тогда я предлагаю уже начать есть. Но, разумеется, к мясу это не относится, а ко всему остальному. Почему? Тогда лук ешь. Ешь лук. Нет, подожди, лук надо обжарить, сейчас он его дорежет и... Практически, да, уже? Ильнас, ну давайте такую фишку сделаем. На следующий ваш концерт всем поклонницам говорите, вместо цветов приносите вкусную еду. Представляете, что будет у вас потом? Сразу банкет, я прихожу, готовим, накрываем стол. да? Подумайте. Так, кстати, у меня масло уже подогрелось, и лучок сейчас... Я передаю тебе лучок. Давай. Пока сейчас мы лучок закидываем, расскажите, сколько человек в вашей группе? В нашей группе 4 человека на данный момент. Когда-то было 5. Разумеется, это Артур Исламов, автор всех мелодий. То есть вот единственный, кто пишет для всей группы, Артур. Да, Артур пишет у нас Поэтому он сегодня в центре находится. музыку и занимается вокалом. То есть поет. Занимается вокалом, да. Все остальные администраторы. Так, кстати, морковочку заодно не А забудь. еще у нас в нашей группе есть я. Ильнас у нас пишет. Я пишу, да, всех. тексты. Музыку пишет Артур. Да. Ильнас пишет текст. А еще двое. Барабанщик, наверное? Барабанщик, разумеется, да, Искандар Хабибулин, большой ему привет. Искандер Салям. Да. И Дина Закирова тоже большой привет, она у вас была. Дина Закирова вообще-то и была первопроходцем от вашей группы. Была здесь, вкусно меня накормила, пела песни, сказала, скоро придут мои ребята, продолжат. Так она еще поет? Да мало того, что она поет и готовит параллельно, ребят, но я думаю, вы это тоже должны прямо сейчас сделать, нет? Что-нибудь, давайте, ребят. Я понимаю, что для рок-н-ролльщиков без гитары сложно петь, но все-таки у нас кухня. Давайте, пока первый без гитары. Что поем? Не знаю, спорю. Ну что-нибудь, вот что-нибудь из раннего. Что как ты на обычно. кухне поешь? Что на кухне? Из группы Алханат. Что ты поешь из группы Алканат? Я очень люблю петь песню, когда что-то делаю по дому. Я люблю петь песню про смерть, вот, например. Песня про смерть. Она называется «Мин». И поется, например, так. Малайларны, бабайларны, ярлыны, хамшер байларны, ямсизлерны, матуркайларны, тигізлимен барытык. Пень! Нормально, нормально. Для рок-н-ролла нормально, ребят. Молодцы. Артур, ты должен сейчас что-нибудь сбавить и романтическое спеть. Ну, давайте. 167 зат. Жигілген капот астында 365 күн Мен шабам қиялым яғына 3 шақырым сағатқа Меңа мотор жырлар бәрілі тәрізге Тезліктен қызған юлдызлар. Вот какую песню надо было петь на презентации новой «Лады». Ребят, ну что вы. Конечно, конечно. Нам предлагали. Правда, песня лучше, чем новая машина, ладно. Так, морковку Я мы режем немножко соломкой. запутался. Артур, подскажите, пожалуйста. Ну, смотри, режем колечко. Вот видите, команда. Один показывает, другой повторяет. Не, морковки много у нас, ребят. Да. Хорошо. Поэтому Как и песен у вас колечком в репертуаре. Сколько, Артур? берешь потом в репертуаре. Сколько? Вот 1000, 1500, 500. Что там тысячи, сотни? Сотни Что там тысяч. сотни, десятки? Понятно, это не ваших, а ваших сколько? Наших сколько? 30? Да, в районе 30 наберется. Это просто то, что написано, а еще как бы неизданное, да. Сколько альбомов вышло у вас вот за 10 лет? Альбом у нас единственный. Один у нас альбом. Зато какой альбом, да? А не как вот у других. Каждый год альбом, одна песня хорошая, остальные правда, просто потому записаны. что Мы потому что работаем очень над качеством больше. больше над качеством и очень серьезно подходим к каждой песне и вообще репертуару. То, что как бы донести слушателю, чтобы это не были песни однодневные, да, чтобы это как бы слушалось поколениями. Допустим, нас, чтобы передавалось нашим детям и
мне кажется... Слушай, Артур, ты как депутат прям говоришь. Да. Не думал об этом в будущем? Это важно на самом деле. Я буду за тебя голосовать. Я просто серьезные Ребят, но слова говорю. вы знаете, у меня же каверзный вопрос. Вот расскажите нашим зрителям свой секрет. Есть ли у вас какой-то спонсор, какой-то, я не знаю, прикреплены к какой-то организации? Как вот? Или всегда движетесь сами? Все равно инструменты покупать надо, костюмы шить надо. Давай, Ильнас, начнем с тебя. Ну да, это на самом деле очень серьезный вопрос. Наверное, мы одна из единственных групп, кто никак не связан ни с какими продюсерскими центрами там, и так далее. Все, что мы сделали, все, что мы имеем, это вот результат наших совместных трудов, совместного творчества. И все, что мы сейчас получаем, это тоже как бы результат только нашего труда. Вот. Здесь стоит только похлопать. Артур, ты сегодня самый главный ответственный за блюдо. Посмотри, пожалуйста, лучок, мне кажется, уже Лучок у нас подошел. подходит, да? Да, что мы добавляем? Обычно кто-то добавляет туда сразу морковь, кто-то морковь с луком вместе обжаривает сразу. Я добавляю мясо. Почему? Потому что так вкуснее. Потому что так вкуснее. Потому что мясо должно пропитаться вкусом лука. То есть вот, видите, друзья, если плов готовит каждый по-разному, давай, каждый по-своему везде, вернее. Итак, кладем мясо. Да, давай закладывай. Ильнас, Да-да? не думай, что у меня кончились вопросы. Мы, кстати, про школу поговорили, а вот школу закончили. Музыкальное образование получили, нет? Конечно. Да, все, кроме меня, в группе имеют. Я поэтому Ильнас ушел от этого вопроса. Поэтому Ильнас и пишет слова, текст. В группе все, кроме меня, имеют музыкальное образование. Артур имеет высшее музыкальное образование, это Казанская консерватория. Дина Закирова имеет тоже высшее музыкальное образование. Консерватория Тоже Казани. консерватория Казанский. Искандар Хабибуллин имеет среднее музыкальное образование. Я его, к сожалению, не имею. Но, понимаешь, ты как вот из народа. из народа, знаешь. Тоже хорошо, понимаете? Это очень важное. Так, Артур, давай помешай, а я сейчас достану рис, который мы сегодня будем использовать для плова. Давайте. Рис сегодня у нас пропаренный. Так, мы сейчас немножко дожарим мясо, потом добавим туда морковку. Ну а сейчас я промою рис, и мы продолжим готовить рок-н-ролльный плов. Дорогие друзья, это программа «Секреты татарской кухни». Мы продолжаем. Напоминаю, сегодня с нами настоящие татарские рок-н-ролльщики Артур, Ильнас, группа «Алканат». Ребята, где эмоции? Ура! Во-первых, совсем скоро будем уже кушать. Да. Мы здесь обжарили лук с мясом, промыли рис, приготовили морковь, которую сейчас Ильнас срочно закидывает в казан. С помощью Артура, конечно, и с помощью моего надзора, так скажем. Давайте, ребят. Готовим мы сегодня рок-н-ролльный плов. Рок-н-ролльный. Да, по особому рецепту. Пока мы еще не придумали, в чем особенность. Да? Ну, он будет музыкальным, понимаете, ребят? Главное, как подать, знаешь. Да. Нет никакого секретного ингредиента, как в том мультике. Главное поверить, что он есть. Ну и по традиции мы продолжаем раскрывать секреты наших героев. Нет, ребят, я, конечно, все понимаю, но заставить петь Салавата рок-н-ролл, Салавата Фатхетдинова, нашу легенду уважаемую, как это произошло? Произошло так, что мы с ним выступали как-то на одном мероприятии. И вот у нас была идея с Ильнасом написать такую песню, чтобы как бы эту песню спеть. Понравился Салават Закиевич? Татарская, такой, в татарском духе. Чтобы она больше была, да, не совсем в нашем как бы стиле, а именно чтобы сочеталась с современным. Салават Абы сразу согласился, нет? Салатабы Да, но согласился-то он сразу, но вот мы записали. записать спустя его, да, год. очень было сложно на самом деле. Потому что Ну, человек потому что очень он занятой, гастрольный. уважаемый, очень было трудно его Поймать. подстроиться под Песня его понравилась график. сразу. Он мне сразу позвонил, что песня хорошая, надо записать. И спустя каких-то какого-то года. Ребят, целый год ждали песню, чтобы записать Салаватом. Ну а мы не ждем ни секунды и прямо сейчас эту песню послушаем, которая называется Язмыш. «Язмыш». Ey bu seyir yazmış kişe 16 bugün 60 Tiz ukılatırmış kitabı Nige yaşlıklarının anlıyız kadirlerin Şu kitapta uzga şurtanı Koylarga ilse de
ömür yazmışlarım tuğanlarım benim kanımda eski surette çok keşkene malay yılmaya en iyisi yanında enkeylerinin yaşlarında zatını alıp satılaşmış yıktım min kaput astına ilk sağınamın kaman alma şu aratta şapkanım ider yarından baylarga ilse yazmışlarım tuğanlarım benim kanımda eski surette çok keşkene malay yılmaya en iyisi yanında enkeylerinin yaşlarında eski surette şu keşkene malay yılmaya en iyisi yanında enkeylerinin etkeylerinin yaşlarında. Молодцы, ребят. Этери, браво. Ребят, несмотря на музыкальное ваше творчество, не отвлекаемся от кулинарного творчества. Это правда. Что у нас процесс? Посмотри, следи. Сейчас нам уже пора ложить чеснок, Чесночок давай. специи. И, кстати, мы еще не солили его. Солили, это очень важный момент. Сколько? Сколько соли? Давай, следи. Давайте немножко. Раз. Это много, давай. Это много, да? Давай. Все-таки. Сделай красиво. Сделай Как красиво. ты умеешь, давай, посолить могу. Можно добавить, я думаю, черный перчик. Черный перец обязательно. Но обязательно горошком, чтобы он был свежий. Так. Пока достаточно. Пока достаточно. Держи. Все тебе. И есть у нас сегодня смесь приправ для плова. Аромат изумительный Ой, просто. здесь более 10 разных приправ. И все это мы добавляем. Плов. Прям все, что здесь есть, да? Так. Что еще остается у нас? Замечательно, сейчас у нас добавляем чеснок. То есть цельный чеснок. Цельный чеснок кладем обязательно. Просто. Так. Все это немножко сейчас дадим водой. Добавим воды немножко, да? Воды, да, и закроем. Закроем крышкой. 20. Ну и пока все это готовится, мы сейчас в оставшееся время быстренько приготовим один очень интересный и вкусный салат. Салат называется деревенский, очень простой, очень полезный. К плову очень хорошо подходит. Что для этого? Я вижу здесь отваренные яйца, простейшие лук, ингредиенты, зелень, здесь помидоры, помидорки. зелень, яйца и лук. Ну и, разумеется, растительное масло и соль. Так, ребят, давайте тогда вы все шинкуйте, а я сейчас закладываю рис в наш плов, но в воду будешь наливать, Артур, сам, ладно? Потому что, мне кажется, вот самое главное не переборчить с водой. Ребят, расскажите, пожалуйста, нашим зрителям, ну и мне в том числе, что грандиозного у вас ожидается в ближайшее время? В ближайшее время у нас как раз Планируется в скором времени выступление в честь нашего 10-летнего юбилея 23 апреля в клубе «Маяковский. Желтая кофта». Всех ждем. Юбилейный концерт? Или нас разве так объявляет? Позвольте я, как профессиональный ведущий. 23 апреля, дорогие друзья, наконец-то Аллаха Шакар. Юбилейный концерт любимой рок-группы All Канат. Килигес, ждем всех. Я заслужил 2 пригласительных сейчас? Вообще, 3 Всё, пригласительных спасибо. заслужил. Откуда ты знаешь про Ты можешь третьего? Ты можешь даже с нами выступить, спеть как Ребят, сюрпризы обещаем, друзья, поэтому приходите. обязательно.
Так, Артур, давай закладываем рис. Смотри, пожалуйста, внимательно за этим процессом. Масло, Сколько вот питалось. еще томится плов после того, как мы сейчас зальем воду, закроем крышкой? Минут 20. Максимум, да? Минут 20. Елена, сколько осталось до приготовления салата твоего? 2 минуты. 2 минуты. 2 минуты. Ну, Друзья, заливай в бисмилlah этом и ар-рахман. заключается как раз Вот так прекратение. потихонечку, да, так сбоку вот так вот. Оп, пошел процесс. Пошел. Чуть-чуть сверху, как вода должна быть. Накрывать, немножко накрывать как весь рис. Закрываем крышечкой. И отправляем через. Итак, мы закрыли наш плов крышечкой, ждем его приготовления. Ну и ребята сейчас максимально быстро доделывают салат. И все будем пробовать, оставайтесь с нами. Рок-н-ролльный плов. В раскаленное растительное масло положили нашинкованный лук и обжарили его до светло-коричневого цвета. Затем добавили кусочки говядины и продолжили обжаривать на медленном огне. Когда мясо подрумянилось, положили нарезанную брусочками морковь. Далее посолили, добавили специи, 2 головки чеснока, немного воды и тушили несколько минут. Затем в казан засыпали рис так, чтобы мясо осталось внизу. Осторожно по стенке казана налили столько горячей воды, чтобы она закрыла рис на 2-3 сантиметра. Когда рис впитал всю воду, мы уменьшили нагрев и накрыли казан крышкой и довели плов до готовности. Деревенский салат. Помидоры и яйца нарезали дольками, лук полукольцами. Подготовленные ингредиенты смешали со смесью салатных листьев, приправили специями, полили растительным маслом и хорошенько перемешали. Дорогие друзья, если вы не успели записать рецепты наших блюд, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. Готовьте свои самые любимые блюда, фотографируйте их и делитесь кулинарными секретами. А также не забываем подписываться на наш новый канал на YouTube. Ну а сейчас самое время попробовать наш рок-н-ролльный плов. Приятного аппетита. Горячий. Горячий, но очень вкусный. Приятного аппетита. Ребят, пока вы наслаждаетесь пловом, я, чтобы вас не обидеть, сказать, вот мы приготовили деревенский салат, а Руслан даже не попробовал. С удовольствием его попробую. Так, внимание. А потом опять плов. Добротно. Ну, ребят, молодцы. Спасибо большое, что пригласили нас на эту замечательную передачу. А мы вас в ответ приглашаем на наш сольный концерт 23 апреля в клубе Маяковский. Будет очень круто. Приходите. Обязательно придем. Спасибо вам большое еще раз, ребят. Ну и, как всегда, финальная песня. Yıl ardından yıl sana ötemiz yatıp divanlarda nidir kütemiz ekranlar balkışı bizning ko'zlarda öte matur yazlar yolda bükülerde Qachondir meni kiygan qora klosh sholbarlar qo'yi qoshlar bidra chashlar qizlar onatdan qolganlar qachondir meni unutgan borgan yo'lim ko'rgach sulu aniyimni birinchi yilmayim. Сегодня для вас готовили настоящие татарские рок-н-ролльщики Ильназ, Артур. Ну и ваш покорный слуга Руслан Шарапудинов. Пока-пока. Увидимся на следующей неделе. Sağ olun dostlar. Пока-пока.